Когда я узнала про зарплату, все, я уже домой хотела. Но, к сожалению, денег не было, и я не смогла отправиться домой к себе в Кыргызстан. Мне объяснили, что когда я поеду в Болгарию, я буду работать оператором. Это значит просто одеть белый халат, сидеть и смотреть за монитором. Там что-то будет проходить, и буду следить. Но оказалось, нет. Я приехала и начала паять оловой. Они же сами меня направили в этот банк. Говорят, там без проблем, сейчас вот адрес дадим, можете поехать, получить, просто подпись поставить и все. И там я не была ознакомлена, что 48% годовых. Это были очень большие, оказывается, проценты. Я даже не посмотрела. Так все быстро произошло. Через 2-3 дня нам предоставили договор. А в Виргинии это нету, переводчицы нету, менеджер, значит, и бухгалтер, помощник. Все на болгарском, и договор тоже на болгарском. И цифры только понимаем, но язык-то мы не знаем, и как написано, очень трудно. Вроде так не должно было быть, это как-то ненормально. И вот с тех пор я начала паять. И начались потом покрываться у меня. Аллергия начала появляться у меня на коже. А потом начал у меня желудок сильно болеть. Потом у меня пломбы упали. Целых 3 штуки. €650 обещали мне, и плюс еще бонусы сверху. Менеджер показал нам, что нам будет платиться месяц 850 лева. Это получается 425 евро. Когда я про эту зарплату узнала, я была, конечно, в шоке просто. Общежитие не для проживания. Это было просто здание. Там был на первом этаже ресторан. И в этих ваннах было много плесени, конечно. Мы говорили, чтобы убрать, все-таки она же вредная. Моешься, капает на кожу. Отопления совершенно не было. Там были только эти кондиционеры. Она вообще дом как бы не подогревала. И, значит, мы, получается, оплачивали как завод, ну, как частные предприниматели. Где-то первый месяц где-то 40 евро пришло, где-то 40-45, потом 50, потом вообще 80, потом 100, потом 150 уже зимой. И мы, ну, как это так? Мы с ними связались, провели интервью, они рассказали о своей ситуации, о том, что у них нет элементарных средств вернуться сюда. Мы их, следовательно, репатриировали, 3 из них уже благополучно вернулись в Бишкек, и мы сейчас на стадии оказания помощи в репатриации другим гражданам, которые к концу месяца уже будут тоже в Кыргызстане. В целом мы можем заметить, что сейчас очень такой тренд, то, что наши трудовые мигранты очень активно мигрируют в целях работы в Восточную Европу. И зачастую они это делают через частное агентство, но наши граждане зачастую не проверяют лицензию данных частных агентств и редко подписывают договора. Жана ИЛЦ 2 компаниясына кайрылышкан. Ал боюнча бизде атайын тиешелүү иш-аракеттер жүргүзүлүп, алардын бардыгын тиешелүү маалыматтар 2 жеке агенттиктер тарабынан алынган. Биздин центр мамлекеттик орган болгон себептүү биздин ыйгарым укуктарыбызга бул жеке агенттиктердин ишмердүүлүгүнө мониторинг, көзөмөл гана жүргүзө алабыз. Мыйзам бузуулар байкалып, маселе убагында чечилбей турган болсо токтотулуп турат. Андан сырткары ошол токтотулуп турган учурда коюлган талаптар аткарылбаса, анда ал маселе, ал колундагы бар уруксат кагазын жокко чыгаруу маселеси биздин ведомстволор аралык комиссиянын комиссиясынын кароосуна чыгарылат.
Ошол жерден комиссия тиешелүү чечимдерди кабыл алып, ал кагазды жокко чыгаруу маселеси каралат. Биздин борборго Бишкек жана Ош шаарында иш алып барып келебиз. Бизде ошол эки борборго кайрылып, маалымат алып, чет өлкөгө чыгаар алдында ушул коопсуз миграцияга чыгууга чакырабыз.